Мы рады приветствовать вас в Национальной библиотеке имени Александра Сергеевича Пушкина. Дорогие друзья, 6 сентября исполнилось 65 лет со дня рождения видного мордовского фольклориста, заслуженного деятеля искусств Республики Мордовия, лауреата Государственной премии Республики Мордовия Владимиру Ивановичу Ромашкину. И сегодня в библиотеке проводится вечер памяти. Друзья вспоминают. Перед нами сейчас продемонстрировали фильм, где мы видели Владимира Ивановича, его ансамбль, где он участвовал, ансамбль Торома. Владимир Иванович Ромашкин родился в селе Ичалки Ичалковского района 6 сентября 1951 года. В 1975 году он окончил дирижерско-хоровое отделение Саранского музыкального училища имени Леонтия Павловича Кирюкова. В 1980 году дирижерско-хоровой факультет Казанской консерватории. В 1986 году аспирантуру при Мордовском научно-исследовательском институте языка, литературы и истории. С 1980 по 1989 год был научным сотрудником сектора фольклора и искусства Мордовского научно-исследовательского института языка, литературы и истории. В 1986 году вышла его монография о некоторых особенностях традиционного песенного искусства Мордвы Каратаев, который он описал фольклор каратайских сел в Татарской АСР. Позднее Владимир Ромашкин выступил как сценарист и кинематографист. При его участии были созданы документальные фильмы «Каратаи» и «Истоки». Снимался в музыкальном телефильме «О чем поет Торома». С 1990 года Владимир Ромашкин – преподаватель музыкальных дисциплин в Республиканском училище культуры в Саранске. Наиболее известная работа Владимира Ромашкина – создание этномузыкальной группы «Торома», в репертуар которой вошли эрзянские, макшанские, каратайские песни. Репертуар группы объединял традиции различных этнографических групп мордовского народа. Группа была отчасти семейной. К активному участию в ней Владимир Ромашкин привлек своих сыновей Виталия и Андрея. Большой заслугой Владимира Ивановича является возрождение исполнения музыкальных произведений на древних мордовских народных инструментах. На втором всероссийском телерадиоконкурсе «Голоса России», проходившем в 1994 году в Смоленске, Торома стала обладателем гран-при и первой премии. В том же году коллектив удостоен звания лауреата Государственной премии Республики Мордовия. В 2001 году Владимиру Ромашкину за значительный вклад в развитие музыкального искусства было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Мордовия». В последние годы жизни Владимир Ромашкин стал главой молодежного движения «Одвей». В настоящее время в селе Подлесная Тавла открыт дом-музей имени Владимира Ромашкина, который проводит ежегодный фестиваль мордовской народной песни «Торома стерди» «Зов Торомы», посвященный памяти Владимира Ивановича Ромашкина. Дорогие друзья, сегодняшнее наше мероприятие не случайно носит название «Друзья вспоминают», так как в нашем зале сегодня собрались друзья, коллеги и ценители творчества Владимира Ивановича Ромашкина. Александр Степанович Лужскин, председатель исполкома межрегиональной организации мордовского, макшанского и эрзянского народа. Александр Михайлович Кочеваткин, начальник отдела анализа и гармонизации межнациональных отношений Министерства по национальной политике Республики Мордовия. Василий Николаевич Мартышкин, заместитель председателя Верховного суда Республики Мордовия. Андрей Степанович Алешкин, заслуженный художник Республики Мордовия, трижды лауреат Государственной премии Республики Мордовия, режиссер Национального оркестра «Морденс». Павел Владимирович Мигунов, руководитель проекта «Плюшкин Максима». Василий Сергеевич Родионов, композитор, заслуженный работник культуры Республики Мордовия.
Тамара Сергеевна Баргова, заслуженный работник культуры, член Союза журналистов СССР, член Союза писателей России. Владимир Павлович Шадрин. Вставайте, пожалуйста. Народный художник Республики Мордовия, одноклассник и земляк Владимира Ивановича Ромашкина. Мусалев Григорий Дмитриевич, редактор газеты «Зенмастер». Инязор. Слово для приветствия предоставляется Александру Михайловичу Кочевалкину. Доброчеличные лица, Кекнем Спаром, Чулем Стесом, Леснемс, Юланилом Ленинцем и Кеман Течи Теса Полнавсеть, Вечксыз, Ты Ризнить, Теринкелес, Культурас, Киса, Вечксыз, Стерин, Раскинза. И Кеман Течи Кармит Йондайс, Лембия, Дом Ковалт, Ромашкин Владимир, творчество за Бурятию. Дорогие друзья, мне сегодня выпала приятная миссия. Я что-то не вижу Андрея Ромашкина. По поручению министра национальной политики Республики Мордовия Анатолия Михайловича Чушкина хотели бы вручить от имени министерства благодарственное письмо продолжателю дела своего отца Андрею Ромашкину. Ну его пока нет, может быть подойдет. Такой за большой вклад в популяризацию национальной культуры мордовского народа и межнациональное сотрудничество. Передаем организацию. Он будет включен. Спасибо за внимание. А сейчас слово представляется Александру Степановичу Лукину. Уважаемые друзья, последний год мы провели здесь вот совместно с Республиканской библиотекой немало интересных встреч. Мы чествовали Дмитрия Васильевича Цыганкина, участника войны, известного ученого. Мы чествовали Полину Алешину. И вот сегодня мы собрались для того, чтобы вспомнить еще раз о Ромашкине Владимире Ивановиче. И назвали вот этот вечер «Друзья вспоминают». Потому что у Владимира Ивановича было действительно много друзей. И он сам был многим другом, настоящим другом. Поэтому вот и он хорошо известен не только в республике, но и в России, и за рубежом. И кто такой Ромашкин? Я просто хотел бы сказать, особенно для тех, кто не знаком с Владимиром Ивановичем, не был знаком с Владимиром Ивановичем. Хочу сказать, что из него икону не надо делать. Он был человеком своего времени, но человеком очень талантливым и разносторонним. Почему я так говорю? Ну, сейчас мы знаем, вот Торома, да, Ромашкин основал, но кроме этого ведь он много сделал вот в плане собирания фольклора. Он учился в аспирантуре, и мне довелось вот, учиться в Весе. Я работал в институте, он поступил в аспирантуру, и мы много общались. У него была хорошая база основательная, потому что было музыкальное училище, Казанская консерватория, вот аспирантура. Вот это все позволило ему очень профессионально подойти к собранию традиционных песенных, я бы сказал, шедевров Мокши, Эльзи, Мордвы, потому что мы говорим и о Каратаях, и Шокши, так что он там был, он везде был, по всей республике и во многих регионах, где проживает Мокши и Эльзи. Вот это одна сторона.
Но, с другой стороны, некоторые, я думаю, что будут выступать, расскажут, что он был спортсменом. Он не просто был спортсменом, а каратистом. И вот это тоже сторона его как раз свидетельствует о том, что он человек был талантливым. Талантливым человеком был. И ему история так определила, что он явился вот своего рода человеком, который прорубал окно в Европу. Ну, конец 80-х годов, начало 90-х годов, это был очень тяжелый период и в жизни нашей большой страны Советского Союза, в жизни Республики Мордовия, мордовского народа, и безденежье, и какие-то бытовые проблемы и так далее. И вот в это время как раз вот Владимир Иванович вместе с своими единомышленниками создал вот эту вот группу музыкальную. Это ведь была не просто группа, которую мы сейчас знаем и песни слушаем, а это был своего рода такой замечательный и очень важный проект, который позволил по-другому на Западе, в Европе посмотреть и на Советский Союз, на Мордову, на нашу республику, потому что эта группа показала вот те глубинные песенные традиции, которые существовали у нашего народа, у Мокши и Эрзи. И вот этот период, конец 80-х и начало 90-х годов, он как раз позволил вот Ромашкину проявить себя и как специалиста и фольклориста, как музыканта, и как руководителя вот этой группы, и как человека, общественника. Потому что было сложно, было безденежье в начале 90-х годов, но он создавал, он находил возможность, где-то концерты давал, где-то личные договоренности были, и он находил возможность тиражировать свои вот, диски и музыкальное творчество. Он шел в народ, я бы так сказал. И у него было много поклонников. И не просто вот у людей, которые понимают в этом, а и у людей, которые имели ну, какие-то средства, деньги, и которые выделяли эти деньги. Я, например, сегодня звонил нашему сенатору Петрушкину Николаю Ивановичу, и он просил передать огромный привет, потому что я с удовольствием, говорит, был бы на этом мероприятии, потому что он помогал. Помогал Владимир Дмитриевич Егоров, ну и так далее. Многие руководители предприятий, хотя сложно жилось в это время, тем не менее помогали вот именно в становлении и коллектива, и вообще вот музыкальное, я бы сказал, вот это вот очень важная сторона нашей культуры, именно музыкальная составляющая нашей национальной культуры. Это было очень важно. Это было важно, и я бы сказал так, что вот это все было на острие, и вот сейчас мы видим, что и национальное самосознание в этот период и сегодня, они значительно другие, нежели вот в конце 80-х годов были. И я думаю, что сегодня очень много будет выступающих, потому что здесь присутствуют и люди, которые с ним учились в школе, люди, которые учились с ним в Казани, и люди, которые делали вот этот прорыв. Но я хочу в первую очередь назвать среди его друзей и Андрея Степановича Алешкина. Андрей Степанович уже сегодня был представлен, но кроме того, что вот он трижды лауреат государственной премии, он закончил Ленинградскую художественную академию, художник. Вот, он и сегодня он профессор, но еще по секрету скажу, что он знает финский язык. И это во многом
помогало вот в те годы, в конце 80-х, начале 90-х годов, показать, что мордва и поет, и мордве доступны вот европейские ценности, я имею в виду и знание языков. Это тоже было очень важно. Поэтому вот, Андрей Степанович, вам, и я думаю, что вот мы начнем с этого периода, конца 80-х, начала 90-х, когда удалось вот именно нашу культуру показать в Европе. И, конечно, мы вот в те годы многие видели негативного, но нас вот вдохновляло то, что в печати говорилось о том, что вот Ромашкин своим коллективом выехали в Финляндию, в Эстонию, там они участвовали, там они победили. И это, знаете, очень вдохновляло. Поверьте, это было действительно таким очень важным составляющим вот, пройти вот этот период 90-х годов. Андрей Степанович, пожалуйста. На самом деле ансамбль Торома это был первый негосударственный ансамбль, который вот окно в Европу открыл, культурное окно в Европу. Конечно, этому предшествовала громадная работа. И мы с Володей Ромашкиным познакомились давно, еще в институтские годы, в научно-исследовательском институте. Мы вместе выезжали в экспедиции, сколько было приключений, когда мы там собирали, записывали материалы. Вы сейчас представить не можете, потому что у вас у всех там гаджеты есть. А в экспедицию мы ездили втроем с Бояркиным Николаем Ивановичем, Ромашкиным и я. 9 магнитофонов, вот таких громадных. Их невозможно было унести. Мы переносили так вот, ставили, потом возвращались за следующими. Но это было открытие, это было очень умное решение Николая Ивановича Бояркина, когда многоголосие было записано от каждого человека. Потом ценность многоголосия, она потом отразилась у нас в Тороме. Конечно, не сразу Тором рождалась. Много было экспедиций, негде было репетировать. Я в это время был председателем правления Союза художников. Иногда я художников выгонял, приходили у меня ребята, которые сейчас вот там позади сидят, первый состав Торома. И мы репетировали у меня в кабинете в правлении Союза художников. Потом я стал работать директором Национально-культурного центра. И, конечно, я их тоже перетащил туда. Их надо было беречь. Это еще до создания Торома. Экспедиции были тоже очень интересные. Однажды я Володю попросил съездить в разведку. Пензенская область, Никольский район, село Большое Пермиево, Рязанское. Володя он съездил на Троицу, вернулся, сказал, говорит, там бабки такие замечательные, поют просто чудо, как многоголосие, просто сейчас бегим, хоть во Францию, хоть куда можно. Ну, бабки не те, о которых сегодня говорят. Старушки. Вот, и я поехал снимать с финскими журналистами, познакомились, с бабушками познакомились. Вот, и бабушки так осторожно смотрят, говорят, от кель будете? Я в белой рубашке, в галстуке, в правительстве уже работал тогда. Я говорю, Саранск. О, из самого Саранска. У нас ведь на Троицу приезжал святой человек из Саранска. Говорю, кто это такой? Володя Ромашкин. Как это? Вместе заключали вроде с ним. А тут вдруг святые как-то Володя выпился. Я говорю, да, он такой. А что было-то? Да ведь у нас вот здесь вот на Троице ни одного дождя не было. А он ходит, бабульки, давайте споем. Да какой тут петь? Колхозы рухнули, кормиться нечего. Вот один только огород был, и то все повяло. Он говорит, да вы что? Сейчас по-рязански закличку, рязанская деревня была, по-рязански закличку дождя споем, и пойдет дождь. Ну, бабки современные, телевизор смотрят. Он, говорит, на пенек залез. Салак, не зимний, вы перед собой только повторяйте хором. Так, что-то помякли бабульки. Вот. Он осерчал, говорит, все, бабки, до конца осени у вас дождей не будет. Бабы, человек с самого Саранска приехал. Как же, надо же это. Он опять на пенек залез.
А он же закончил хор-дир. Вот, а тут сразу человек 200 у него, хор целый. Он знаками показывает: давай, давай, сильнее, сильнее, сад, и сильнее. Спели со страшным старанием, он трижды составил спели. Тут, говорит, автобус подошел, ну все, папа, до свидания, скоро дождь будет, сел и уехал. Мы стоим как дуры. Что это, говорит, приехало, и вдруг кап, как виноградинки пошел дождь. Вот ведь святой человек. Мы побежали все по дворам ставить тазики, ведра там, чтобы напоить. Вот что значит святой человек-то. Вот. Конечно, с Володей у нас было очень много связано. И, честно говоря, он меня даже вытащил с того света. У меня было двустороннее группозное полисегментарное воспаление легких, и врачи уже приходили в консилиум сказать, что вот это уже завтра утром выносить. Пришел Володя посетить умирающего друга, стал играть на люди, что-то громко как-то. Я отвернулся к стенке, слышу, говорят, к стенке отвернулся, скоро помрет. Володя тут достал варган, начал играть. Такой интересный звук, я бываю, говорю: Володя, ты не умеешь играть на варгане. Ну-ка дай сюда. Я начал играть на варгане. Увлекся, там что-то играю, он, оказывается, уже давно ушел, я все играл. И бедные мои эти, кто в палате со мной лежал, они терпели у глупости умирающего. Вот к утру пришла комиссия выносить тело, а я так бодренько говорю: смотрите, говорю, вот Володя мне подарил, вот видите, тебя, он говорит, вылечил этот варган. Потому что когда играешь на варгане, там легкие дышат, там еще что-то. Пришел Володя, я говорю: Володя, говорю, я благодаря тебе и твоему варгану остался жив. Врачи сказали, что варган вот лечебный такой. Поэтому для меня, конечно, очень много было связано с Володей. Когда я работал в правительстве, на самом деле Володя каждый день, просто каждый рабочий день, часа 2 был у меня в кабинете, мы с ним ходили по этажам, мы с ним просили деньги, искали деньги, потому что ансамбль был, ну, беспризорным. И огромная, конечно, благодарность редким, но очень ценным друзьям, которые оказывали все-таки эту помощь. И мы могли выезжать по региону. Здесь в фильме было сказано, что второе место в Нижнекамске заняли, тогда еще было ансамбль Лешкова. Перед первой поездкой за рубеж собрались у меня в мастерской, и я ребятам сказал, что, говорю, вы знаете, говорю, у меня есть волшебная кисточка. Я этой кисточкой очень много чего нарисовал, но самое главное, что она исполняет желание. А какое желание? Я говорю: да любое. Вот я хочу, чтобы у нас был ансамбль. Стук по головам. Этот ансамбль должен называться Торово. А почему Торово? Я говорю: а вот в эпосе там сказано: Торово оставил Тюща Торово. Это был знак беды. Будет трудно, сказал Тюща, трубите, я приду. Вот, говорю, наступило время, когда язык у нас исчезает, пение исчезает, народное пение исчезает, многоголосное, идет какая-то фальсификация такая. И вот пришло это время. Мы должны трубить о том, что мы любим наших бабушек, любим, как они поют. Вот это многоголосие. И мы должны, молодые, красивые, талантливые, трубить в эту трубу Торову, призывать внимание людей к нашей глубочайшей, красивейшей, сложнейшей культуре. Я говорю, мы должны еще выезжать за пределы нашей страны. А куда? Я тогда назвал 11 стран. Первые, которые пришли на ум из тех, где высоко развита культура хорового пения. Финляндия, Эстония, Швеция, еще там какой-то целый ряд был. Вот. И вдруг Коля Балашкин говорит: а что, мы за так, что ли, будем выступать-то? Гена Долгин на него зашипел: при Алешкине про деньги говорить вообще неприлично. Если мы хорошо поем, нам должны хорошо платить. Я говорю: Коля Балашкин, ты что хочешь за хорошее пение в нашей группе? Я хочу Мерседес. 89-й год, страна в развале, в разрухе. В Саранске даже ни у одного бандита не было Мерседеса.
Хорошо, Коля, будет, стукнула по лысой башке, говорит, будет тебе Мерседес. Володя, тебе что? Балашкин, Володя Балашкин говорит, а мне что? Тот так посмотрел на высоченного Володю и говорит, ну а тебе старенький Форд подойдет. Ген, тебе что? Нет, я не верю, не надо. Вань, тебе что? Да, тоже не надо. Тут они на меня набросились. А тебе что? Я говорю, мне не нужен Мерседес. Непростая машинка, просто чтобы ездить. Я выехал в Финляндию тогда первый раз за месяц до того и договаривался по точкам, где они должны будут выступать. Сколько было приключений. В конце концов, они никак не выезжают. Это тогда невозможно было связаться. Ни телефонов, ни компьютеров, ни каких-то там вещей для связи очень сложно было. Вот. И трудно было до них как-то достукаться, узнать, есть ли нет. И тут вдруг звонок. Я уже был на севере Финляндии, звонок посольства Советского Союза в Финляндии. Вы, дочка, вся Финляндия завешена плакатами Торамы, но Торамы нет. Если они не появятся, вы сами будете за них везде выступать. Назревает большой скандал, международный скандал. И положили трубку. Из всех телефонов, которые у меня с собой были, оказался телефон моего личного врага, секретаря по идеологии Павла Даниловича Грузнова. Я в ужасе, значит, заказываю переговоры международные. Anta Kaminuri Nevestarita pääkaupunki Saranski, Montvan tasavalla, номер называю. А то встает и по телефону говорит: заместитель председателя Совета министров Мордовской автономной советской социалистической. Деньги капают, у меня нищий там. Павел Данилович, прекрати. Кто это? Алешкин. Я говорю, что надо? Я говорю, срочно назревает международный скандал, в центре которого вы оказались. Как? Срочно нужно выпустить Тораму. Им не дают в Ваниле паспорта. Вернешься, мы с тобой поговорим. Но на самом деле все-таки он молодец. Прозвонил в лагерь, ребята выдали паспорта. Мне не поехали. Балашкин приехал на Мерседесе. Володя приехал на Форде, я на восьмерке. И Генка с Ваней, ну они сейчас восполнились. То есть волшебная кисточка сработала. Одна из первых поездок у нас тоже была такая, вот мы выезжаем в Финляндию, нас встречает мой друг в Хельсинки. Я ему говорю, Берка, ты извини, но у нас денег нет вообще, мы заработаем, нас зам мэра Хельсинки, министр культуры Хельсинки пригласил, мы заработаем обязательно вот так-то. А сейчас вот я не знаю, что делать. Говорю, ну если нет, то поехали к президенту нашему. Как? Ну, а он поезд. Ну, на дачу. Нормально. То, наверное, шутит. Точно не значит, там, на автобусе, на машине, куда-то чего-то, на лодке, на остров. На самом деле там этот самый, ну такой барский дом с деревянными колоннами. Вот, это был на самом деле дача президента Финляндии, Мауна Коевиста. Нас поселили туда. И в первый же вечер управляющая спрашивает, а вы кто? Ну, рассказывает, что вот номер 2. Говорит, да, очень хорошо, артист. Вот у меня у моей дочери сегодня день рождения, приезжайте. Приходите в гости. Вечером мы собрались, оделись, заходим. Большой такой же вот зал, колонны стоят. И финский день рождения. Здесь две девушки сидят, там один парень, там еще несколько человек, и все с полубокалом шампанского, и все молчат. Я ребятам по-мордовски говорю, у вас, по-моему, похороны веселее проходят, чем у них тут день рождения, этой несчастной. Девушке было лет 35, она вся ученая, доктор наук, ну такая вся вот какая-то вот зажатая такая была. Я говорю, ребят, ну-ка давайте покажем, как ворвались, как запели, как затанцевали там. Она перепугалась, для Финляндии это шок вообще был. Вот. А с нами был еще Ваня. Саша плакальщик, владел традиционной манерой оплакивания. Мы это все пределы, я там что-то перевожу, ребята поют. А Саша смотрел,
что надо же тоже как-то оправдывать свое присутствие. И он подбежал к этой несчастной, упал ей на плечо и говорит: она перепугалась, была в диком ужасе вообще, что какой-то крупный мужчина белой рубашке с вышивкой упал на плечо и что-то рыдает. Я его пытаюсь оторвать никак. Потом ей на ухо начинаю переводить, говорю: это традиционное оплакивание, после этого вся твоя депрессия пройдет, ты будешь счастлив, и все у тебя будет прекрасно. Он владеет, он такой мордовский колдун. Как это все. Гена, давай на инструментах, у Гены кальция. В общем, мы там сделали фурор. Потом были выступления, это были целые стадионы. Это было несколько международных фестивалей, где нам довелось выступать в разных городах. В Хельсинки, во многих местах нам пришлось выступать, в Рябкеле, Нурми, Бомбатало. В общем, мне приходилось иногда просто на ходу договариваться, и мы вот так вот с песнями переезжали в Лапландию, и уже практически до севера Лапландии с концертами, хотя и у нас не было это запланировано. Но надо сказать, что встречали нас очень хорошо. Это был шок. В газетах писали, что мордва поют как звери. У нас, говорит, просто шерсть дыбом встает, волосы дыбом встают, когда мы слышим, как поет многоголосная мордва. Конечно, я рассказывал, просили делать лекции, концерты. И по-фински я им просто рассказывал, кто мы, Волгаранам, Сомалайся, что мы волжские финны, что у нас языки есть схожие, что у нас вот древние песни вот такие. Нужно было переводить эти песни хотя бы вкратце. Иногда я попадал в такое неловкое положение. Одна из наших любимых песен «Адикил, Мазыкил, Яселепсит, Саламо». Саламо, сала по-фински то же самое слово. Они половину наших слов знают. Как перевести девушка-красавица, пойдем красную репу воровать, пирожки печь. Ну, пригодилось как-то изворачиваться, говорить, что девушка-красавица, женихов полон дом, выбирай сама. Вот. Огромный интерес вызывало вот мордовское многоголосие. Конечно, артисты, рядом с которыми мы выступали, они все проявляли интерес. И у нас сохранилась дружба, и порой там мы переписываемся. Это венгерская группа «Ваш Малом», потрясающе сильная, красивая группа была. Вот. Менайсет, конечно, потом мы тоже подружились с девушкой, женщиной. Менайсет, мы женщины. Менайсет. Вяркина, Веретено из Рябкеля. Там, конечно, составы тоже уже поменялись, омолодились. Но вот с первым составом мы еще поддерживаем отношения. Множество было публикаций. Мы с собой привозили вот просто вот такие кипы газет, где там на первой странице большие развороты с фотографиями группы. Это был для нас, конечно, огромный подарок. Видеть, насколько нас принимают, нашу культуру ценят. Ну и нынешние артисты, и те, кто еще будет заниматься на сцене, они знают, что как только с национальной культурой, с мордовской культурой мы выезжаем за пределы Мордовии, тем более страны, то это аплодисменты, это овации, это высочайшее признание. Но когда возвращаемся, не очень-то здесь мы признаны. Я не знаю, почему такое происходит. Но надо это мужественно переносить, с терпением, понимать это. Ну и как можно чаще выезжать, показывать миру, что наша культура, многоголосие, удивительная, мудрость наших песен. Очень много, конечно, у нас за рубежом и смешных историй происходило, и веселых. Выступать приходилось иногда просто на площади. И это выручало, вот эта подвижность группы. По-моему, просто вот после концерта выходили, там базарная площадь, кто-то что-то продавал, еще ходили в национальной одежде. У меня еще тогда была рубаха, которую моя бабушка моему дедушку вышила с мордовской вышивкой. Ну вот мы бродим, там кто-то что-то спрашивает, а что за люди вообще, что за одежда такая? Я по-фински начинаю рассказывать, но глазами мы с Володей все время друг друга так это держали.
Он так бровями спрашивает, что я говорю, надо. Человек очень интересный. Ребята, тут же все там откладывали мороженое, все были сразу наготове. Начинали петь. Вокруг сразу громадная площадь вокруг нас группировалась. Вот, не хватало, конечно, высоких голосов. Не хватало высоких. И Андрейка Ромашко, кстати, мы его задействовали лет с 4, наверное. Я снимал фильм по заказу студии Горького «Pinkster Series». Это первый фильм, который вышел на всесоюзный экран. И вот там еще семейный ансамбль был. И Андрейка был совсем маленький. С Володей это был семейный ансамбль. Жалко, конечно, он не пришел, простите. Очень много можно рассказывать о наших зарубежных. Еще будет время. Да, еще, я думаю, будет время. И нам надо будет как-то собраться просто и по фильму этому большому «Зов Тораны», вспомнить его. Потому что там как-то вот аккумулировалась духовная культура. Спасибо вам большое за внимание.